Второе рождение кабинета томографии. Так шутливо делится своей радостью врачи отделения рентгенологии и лучевой диагностики. В течение 1,5 лет жители Сибая были вынуждены обращаться в соседние города для того, чтобы пройти обследование. Наконец, 1 марта компьютерный томограф заработал. Сегодня аппарат, как и любой другой новый, проходит обкатку, а потому исследования проводятся пока не всем. В настоящее время мы проводим в первую очередь экстренных и тяжелобольных людей. В полном объеме наш компьютерный томограф уже заработает, я думаю, в конце марта. Для того, чтобы вдохнуть жизнь в компьютерный томограф, необходимо было заменить некоторые детали. Для проведения данной процедуры потребовалось более 8 миллионов рублей. Запчасти мы заменили, основная это трубка, рентген-трубка, потом теплообменник так называемый и силовой кабель. Они в свое время срок выработали почти 2,5 раза. И, в общем, нужно было все это заменить. В обследовании на компьютерном томографе нуждаются пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, травмами различной степени. Также сюда направляются больные для исключения новообразований. Он запустился благодаря усилиям, наверное, и администрации больницы, и всех, кто были задействованы. Это даст нам более широкие возможности для диагностики, особенно на сегодняшний день. Это ведь актуальны инсульты. А чтобы правильную тактику выбрать, это геморрагический инсульт или это ишемический инсульт, это вот как раз дает возможность для диагностики данной компьютерной томографии. Обследование на компьютерном томографе бесплатное. Укомплектованный штат позволяет проводить диагностирование круглосуточно. Пройти его можно строго по направлению врача. Данный вид диагностики – еще один шаг в повышении качества оказываемых медицинских услуг. По итогам 2015 года Сибай вошел в десятку лучших муниципальных образований по здравоохранению. Среди критериев оценки и показатели по демографической ситуации и по обеспечению врачей жильем. В ближайшее время, я думаю, появятся высокотехнологические операции. То есть сейчас в настоящее время мы на лицензирование подали документы. Это в первую очередь по отоларингологии и по травматологии. В течение года также ожидается открытие кабинета МРТ, что является немаловажным этапом в диагностировании пациентов. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.